Добрый день, с вами Искандер Бариев. На днях американский телеканал CNN со ссылкой на анонимный источник в администрации президента Соединенных Штатов Америки сообщил, что в ходе телефонного разговора президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон сошлись во мнении, что в 2020 году Россию нужно пригласить на саммит G7. Новость вызвала неоднозначную реакцию и бурное обсуждение. Что могут означать такие посылы? Кому выгодно, чтобы Российская Федерация вернулась в G7? И что может стоять на кону решения данного вопроса? Об этом поговорим в 14-м выпуске блога Liberate Crimea. Итак, G7 – это международный клуб, объединяющий Соединенные Штаты Америки, Францию, Великобританию, Канаду, Германию, Италию и Японию, и направленный на согласование подходов к актуальным международным проблемам. В 2014 году, после оккупации Крыма, членство Российской Федерации было приостановлено. Тогда она называлась G8, то есть Большая Восьмерка. Представители западных стран неоднократно заявляли, что возобновление участия Российской Федерации в Большой Восьмерке связано с крымским вопросом и несоблюдением России Минских соглашений, предусматривающих прекращение конфликта на Донбассе. Спустя более 5 лет после оккупации Крыма мы становимся свидетелями новых заявлений, что Россию нужно пригласить на саммит G7. Что же это? Игра западных стран, российское лобби или сдача интересов Украины? Конечно же, для многих такая новость стала неожиданностью. Однако, если проанализировать, то вырисовывается и другая сторона медали. Во-первых, нужно понимать, что ограничительные меры и санкции по отношению к России носят временный и фрагментарный характер. Кремль будет пытаться делать все, чтобы эти временные меры прекратились. Для этого сегодня активно работает российское лобби. Кстати, недавно мы стали свидетелями возвращения делегации Российской Федерации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Поэтому не стоит исключать и других благоприятных для Путина решений на международной арене. Например, таких как возвращение в G7. Как бы это ни было печально для Украины, нужно понимать, что пока еще Россия остается глобальным игроком, и ее хотят видеть за разными столами переговоров, поскольку она имеет влияние на динамику разных глобальных процессов. В течение 5 лет такие месседжи звучали неоднократно. При этом хочется надеяться, что инициатива западных стран направлена на обеспечение переговорных площадок с Россией в разных форматах, где может подниматься проблема оккупации Крыма и проблема Украины в целом. А санкционная политика будет не только продолжаться, но и усиливаться. Другой вопрос, что делать Украине в такой ситуации? Как сыграть на опережение Кремля? Как использовать любую переговорную площадку в вопросах деоккупации Крыма? Во-вторых, нужно обратить внимание, что в G7 нет Китая, страны с одной из ведущих экономик мира. Таким образом, отсутствие России и КНР, их геополитическое сближение явно играет не на руку ни Европе, ни тем более Соединенным Штатам Америки. Поэтому жест со стороны Трампа и Макрона можно также рассматривать как некую попытку отдалить друг от друга Москву и Пекин. В Кремле это понимают и вполне возможно будут торговаться. На кону может стоять снятие санкций и разморозка украинского вопроса. К слову, не случайно в Российской Федерации заявили о расширении формата Большой Восьмерки до G10, о необходимости включения Китая и Индии. На фоне экономической войны США и Китая Россия ищет себе союзников и хочет укрепить свои позиции. Третье. Параллельно со всем этим, посылы о возвращении России в G7 нужно рассматривать как некий тест на проверку реакции международной общественности. Интересно, что на предыдущем саммите G7, который проходил в Канаде, Трамп уже предлагал возобновить членство России. Но тогда лидеры других стран клуба не поддержали эту идею. К слову, в этот раз против возвращения России уже высказались канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Впрочем, и сам французский лидер позже заявил,
что возвращение Российской Федерации в G7 без урегулирования ситуации в Украине будет стратегической ошибкой и подчеркнет слабость организации. А это серьезный посыл для Киева. Что ж, перед украинской властью стоит серьезная задача. Это укрепление своих позиций по вопросам деоккупации Крыма и прекращению войны на Донбассе, чтобы возможное возвращение Российской Федерации в G7 не стало предпосылкой к признанию незаконной аннексии Крыма. При этом нужно усиливать роль общественности на позицию стран с сохранением и усилением санкций против России до деоккупации Крыма. А международное движение Liberate Crimea является тому примером. Кстати, Liberate Crimea появилась на улицах Москвы и Санкт-Петербурга, за что низкий поклон и большая благодарность этим смелым людям, настоящим российским патриотам. До новых встреч!